все меняет. Дети изучают танки, развлекаясь как могут. На сцене военные поют, словно рок-звезды. В Казанском танковом училище акция для будущих контрактников собрала сотни людей. Выглядит как настоящий праздник. Сегодня, в канун празднования Дня защитника Отечества, наше училище отмечает 101-ю годовщину со дня своего образования. Сегодня мы проводим День открытых дверей и проводим акцию «Военная служба по контракту. Твой выбор». Отличное настроение и у действующих контрактников. У них на груди сегодня появились новые медали. Служба, она очень хорошая. Есть выслуга, все привилегии и карьерный рост в дальнейшем, чтобы получить офицером. Во-первых, ты получаешь зарплату, отпуск у тебя есть. Так, на своем примере военные рассказывают о плюсах службы по контракту. Тимур Азяйкин учится в авиатехническом колледже и уже твердо решил, после учебы подпишет контракт. Даже отслужив, допустим, минимальный срок, уже есть какое-то подспорье для того, чтобы попасть в какие-нибудь силовые структуры или, допустим, во внутренние органы. Однако служба по контракту дело непростое, и выбирают ее только те, кто морально и физически готов. Я на филфак иду, литературу сдаю как-никак, поэтому для армии я не готов. Пойти в армию абсолютно не боюсь, но на контракт, наверное, не остался бы. Вообще предельный возраст для военнослужащих по контракту сейчас 50 лет. Татарстан – один из главных поставщиков бойцов для страны. Каждый год контракт с вооруженными силами подписывают примерно 800 татарстанцев. Где служить, выбирают сами. На Сахалин уезжают служить ребята, в Калининградскую область, много очень в Крым, изъявляют желание служить. Но в основном все-таки военнослужащий по контракту выбирает службу где-то поблизости. Все прелести и тяготы армейской службы могли увидеть и прочувствовать сами. Одни не могут глаз оторвать от танка-тренажера, другие пробуют солдатскую кашу, третьи на огневом рубеже с автоматом. Что должен уметь делать любой военнослужащий? Конечно же, иметь хорошую физическую подготовку и отлично стрелять. Сегодня возможность потренироваться в этом есть у любого человека, который пришел в танковое училище. Обратите внимание, стрелял в первый раз в жизни и есть сразу 2, да, по-моему, попадания? Да, 2 попадания. Это как хороший результат? Нормально. Делать защиту Родины своей профессии или нет, выбор каждого. Но чем больше таких самоотверженных людей в стране, тем она сильнее. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.